Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня у нас эфир посвящен теме работы Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. И у меня в студии в гостях сегодня представители финансового сектора, которые очень тесно сотрудничают с Торгово-промышленной палатой и очень благотворно влияют на бизнес-климат в нашей республике. И каждый гость сейчас представится самостоятельно. У меня передаю слово Василию Алексеевичу, это вице-президент Торгово-промышленной палаты республики. Василий Алексеевич, пожалуйста, я передаю вам слово. Добрый день, дорогие слушатели. Меня уже представили, вице-президент Торгово-промышленной палаты Василий Слепцов. То есть мне уже начинать, да, рассказывать? Да, конечно. Вы можете уже начинать рассказывать, потому что тема у нас сегодня очень интересная. Она посвящена и финансовой грамотности в предпринимательской сфере, и вообще взаимодействию финансовых организаций с общественными объединениями, такими как Торгово-промышленная палата. И я думаю, что эту тему надо раскрыть и показать именно те преимущества, которые получают и члены общественных организаций, и в целом предприниматели, которые работают у нас в республике. Хорошо. Так, прежде чем начать нашу тему основного разговора, да, хотелось бы посмотреть через призму финансов на нашу основную задачу – это содействие развитию предпринимательства нашей республики. И многие, услышав такие вот слова, да, воспринимают эту задачу несколько иначе. И говорят, что вот мы, то есть торгово-промышленная палата, значит, вы раздаете деньги, прямые деньги. То есть получается, как будто содействие развитию бизнеса – это получение прямых денег. На это хотел бы я, конечно, ответить категорически нет. В первую очередь вы общественная организация. То есть торгово-промышленная палата не равно прямые деньги. Прямые деньги – это вот как бы работа наших с вами коллег, банковского сектора, различных фондов, да, потребительских кооперативов и так далее. Мы же намного шире, мы помогаем предпринимателям заработать эти самые деньги. И тут хотелось бы сказать, очень важно предпринимателю, да, уметь воспользоваться ресурсами торгово-промышленной палаты, чтобы именно заработать вот эти вот деньги. И в последнее время, так как я работаю уже в этой системе более 13 лет, я вижу эту тенденцию, и многие предприниматели, члены палаты, именно научились пользоваться нашими возможностями для развития своего бизнеса, и для его масштабирования. Конечно, такое у вас получается тогда взаимовыгодное партнерство среди всех участников вашей работы. Потому что насколько мне известно, торгово-промышленная палата, она больше объединяет. То есть она показывает преимущества одних перед другими. То есть здесь, если банковский сектор принимает участие в деятельности общественной организации, то банковский сектор получает возможность рассказать о своих каких-то преимуществах вот именно одному какому-то направлению деятельности, потому что в торгово-промышленной палате же все распределено по комитетам, да, там есть отраслевые направления и так далее. Потому что это намного вам упрощает, дорогие коллеги, жизнь, потому что действительно, вот я бы хотела теперь от вас услышать. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Юловская Юлия Валерьевна, я директор малого бизнеса в компании «Альфа-банк». Очень тесно сотрудничаем с торгово-промышленной палатой, поддерживаем их во всех мероприятиях, выступаем очень часто спонсорами в разных направлениях, да, смотря какое у торгово-промышленной палаты мероприятие. Также в дальнейшем у нас вообще в нашем банке в Якутии будет проходить мероприятие как Альфа-Конфа. Также мы хотим задействовать торгово-промышленную палату в помощи, да, для клиентов, чтобы они своих членов привели к нам на мероприятие. Там будут выступать московские коучи, очень известные, и это будет обучение финансовой грамотности, как строить правильный бизнес, естественно. А также всевозможные обучения. Это также, как избежать мошеннических действий, естественно. Это будет как и физическое, как и юридическому лицу очень интересно, естественно, потому что сейчас, к сожалению, процветает мошенничество, да. Людмила.
Меня зовут Клюско Людмила Николаевна. Я являюсь региональным директором Промсвязьбанка. В первую очередь, наверное, необходимо сказать о том, что Промсвязьбанк, поскольку новый банк в республике Саха-Якутия, поэтому мы по сравнению с нашими коллегами не так давно взаимодействуем и сотрудничаем, да, но тем не менее. Наше сотрудничество построилось с прошлого года. С сентября месяца было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения у нас есть возможность действительно помогать нашим бизнесменам. Торгово-промышленная палата помогает нам, как финансовому сектору, дать возможность нам, предоставить такую возможность рассказать нашим предпринимателям, каким образом они могут эффективно использовать свои денежные ресурсы, да, где могут они сэкономить и как себя обезопасить, поскольку действительно финансовая грамотность и безопасность денежных средств как бизнесменов, так и физических лиц, это на сегодняшний день вопрос такой достаточно актуальный. Конечно. Да, поэтому вот как раз наше взаимодействие, это правильно вы сказали, соглашусь здесь с вами о том, что это возможность, вот это объединение, которое позволяет нам эффективно использовать наши ресурсы и давать возможности нашим предпринимателям пользоваться теми услугами и банковскими, и небанковскими услугами, которые позволят бизнесу развиваться и расти. Конечно, это очень важно, когда бизнес развивается и когда бизнес развивается правильно. И развивается не только правильно, но он еще и расцветает. То есть он начинает развивать не только свое основное направление, да, Василий Алексеевич? Да, а ведь, насколько я знаю, в прошлой программе у нас участвовали представители семейных династий, да, семейного бизнеса. И это же так прекрасно, когда целая семья ведет одно направление. Либо дети перенимают, например, опыт своих родителей и начинают вести уже другое направление. Но и здесь как раз вот такая помощь, ваша помощь в виде консультаций, в виде проведения мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности, это очень важно. Потому что, согласитесь со мной, что предприниматели очень занятые люди. Очень занятые, да. И им их надо, как детей, немножко. Вот если наши дети в школе изучают финансовую грамотность, у них есть уроки, то у предпринимателей такой возможности нет. И вот благодаря тому, что да. Давайте мы уже, если затронули тему занятости, уже перешли к основной теме, да. Мне бы хотелось рассказать вообще о начале взаимодействия с финансовыми структурами. Вся эта история началась в конце 2022 года, когда после очередного мероприятия, в котором принимал участие наш Сбер, они предложили нам заключить такое партнерское соглашение по специальной программе «Деловая среда». И у нас, как у общественной организации Торгово-промышленной палаты, появились новые возможности, то есть предприниматели через нас могли открыть расчетный счет в Сбере, подать заявку на кредит, подключить эквайринг, и так далее, лизинг, да. И даже обычный человек мог открыть через нас ИП или ООО. Начать свой бизнес, получается. Да, и вот в прошлом году, в 2023 году, мы начали активно продвигать эту тему. Появились супер отличные кейсы, то есть когда предприниматель утром подавал заявку, а вечером финансовые средства уже падали на расчетный счет. И на сегодняшний день у нас в партнерах уже 8 финансовых организаций. Это ведущие банки: Альфа-банк, ВТБ-банк, Промсвязьбанк, Алмаз-Эргенбанк, Сбер, и так далее. Все основные игроки на финансовом рынке, да, все основные представители. Да, являются партнерами нашими. И этот портфель из банков нам дал возможность, условно назвать, создать единую финансовую площадку для наших предпринимателей. Ведь это удобно, когда, допустим, предпринимателю нужны кредитные средства, он обращается как будто бы через единое окно в одно место, да, говорит: мне нужны кредитные средства в такой-то сумме, на такой-то срок.
И я, как куратор этого направления, я как человек, который имеет, можно сказать, связь 24/7 с менеджерами банков. Ну, вы еще и знаете его суть деятельности, вы, наверное, знаете характеристики предприятия и так далее. Я даю предпринимателю расклад. Вот такие-то банки, такие-то ставки. Подходящие для него, да. И он уже, ему остается подать заявку и выбрать подходящий банк. Хочет подать заявки в два банка, пожалуйста. Я хочу отметить, что это на самом деле очень безопасно, потому что в последнее время, когда, например, даже физическое лицо обращается на какой-то агрегатор сайта, где можно подобрать себе несколько там вариантов кредитов и так далее, это на самом деле не совсем безопасно, потому что человеку начинают названивать, и названивают, к сожалению, не только финансовые организации, но доступ получают и иные микрофинансовые организации и так далее, и очень недобросовестно поступают, когда начинают звонить человеку с какими-то предложениями, которые, в принципе, он уже выбрал для себя заявку и не хочет, да, а ему все равно эти звонки идут, потому что вот он один раз оставил согласие, да, и это согласие не знает, как отозвать. Ну, мы потом расскажем, как его можно отозвать. Ну и, конечно, помимо вот единой финансовой платформы, так называемой, у нас, конечно, есть другие формы взаимодействия. Это, например, да, экскурсии предпринимателей в банки-партнеры. В прошлом году и уже даже в этом году мы провели экскурсию в Альфа-банк для предпринимателей. Мы проводим различные презентации продуктов и услуг банков. Так мы в прошлом году тоже провели презентацию продуктов от Газпромбанка для среднего и малого бизнеса. Ну и, конечно же, финансовый сектор у нас участвует в наших каких-то специальных проектах, мероприятиях, бизнес-миссиях. Да. То есть таких конкретных у вас приоритетов нет. То есть человек все равно имеет возможность выбрать любое из направлений, любого партнера себе, как говорится, да, вот любую финансовую платформу. И здесь получается, здесь даже, ну и рекламы-то по сути никакой нет, потому что, ну вот любой рынок, особенно наш республиканский рынок, да, сюда же заходят вот такие федеральные банки, они в основном заходят и со своими федеральными программами, в рамках которых они уже работают, и эти программы направлены на развитие региона, допустим, да, на развитие какой-то определенной отрасли, как работает, например, банк, который связан с развитием сельского хозяйства, да, или с развитием там строительства и так далее, и так далее. То есть здесь получается, что вы даете предпринимателям такой некий сразу развернутый ответ. Да. И, получается, направляете его, зная конкретно его сферу деятельности, его возможности и его финансовые запросы. Отлично. Это очень важно, поскольку, имея возможности у федеральных банков по предоставлению, вот как вы уже сказали, индивидуальных каких-то условий, или же действительно необходимо подобрать какую-то специальную программу. Не все банки имеют возможности, и лимиты, скорее всего, ограничены по предоставлению по той или иной программе. Да? Мы знаем о том, что у нас действует там Минэк Российской Федерации, предоставляет льготные программы для предпринимателей промышленных и торговых предприятий. Или Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, тоже у них существует программа очень хорошая по поддержке агропредприятий и предприятий поддержки сельского хозяйства, как производства, так и торговлю продуктами сельского хозяйства. И здесь как раз наша задача состоит в том, чтобы помогать торгово-промышленной палате предоставлять возможности нашим предпринимателям по выбору именно правильного продукта, то, что будет выгодно для него. И наша задача, как финансовую организацию, именно дать возможность получить этот продукт, потому что, ну, как я уже сказала, да, не все банки, у каждого банка есть определенный там пул каких-то программ и так далее, то есть есть ограничения. А когда существует такая площадка, есть возможность выбора вот здесь для нашего малого среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, есть возможность получить полный комплекс. Отлично. И уже подобрать для них. Да, это абсолютно полезно, и
вот предприниматели, мне кажется, они просто должны пользоваться такой возможностью. И вот хорошо, что мы сегодня такую тему затронули, потому что тема финансовой грамотности, она важна ведь не только для физических лиц, но и для предпринимателей. Я никогда не устану повторять, что тема финансовой грамотности, она должна быть ежедневной. И согласитесь, что вот коллеги из банковского сектора, что если перед вами финансово грамотный клиент, с ним же приятно работать. Безусловно. Да. Безусловно, приятно, потому что он задает правильные вопросы, он поддерживает беседу. И, например, когда мы ходим на встречу, согласитесь со мной, да, мы разговариваем с предпринимателем, и он задает правильный, грамотный вопрос, и встреча может 2 часа длиться. Когда-то на 15 минут, когда-то 2 часа, и мы выходим уже с хорошим настроением, насыщенной, да, друг от друга. Да. Поэтому да. И она результативная. Самое главное, что каждый получает то, что он хочет получить. И предприниматель получает ответы на свои вопросы, или же он получает уже готовый продукт. Правильно, Да, Василий верно, Алексеевич? да, все верно. Вот. И давайте во втором блоке мы уже с вами не встретимся, потому что у нас будет другой гость. Да? У нас остается буквально 4 минуты. И хотелось бы более подробно рассказать вот о бизнес-миссии «Деловая Якутия». То есть здесь, получается, наши финансовые партнеры будут, так как я тоже являюсь участником этого проекта, и я с большим удовольствием принимаю в нем участие, то вы тоже будете участвовать в этом году? Да, в прошлом году Промсвязьбанк принимал участие в этой бизнес-миссии, да, в Горной. Посещали. В этом году планируется данное мероприятие в городе Нерюнгри. Мы обязательно будем принимать участие в этом мероприятии, в том числе. Вот как раз-таки площадка торгово-промышленной палаты, вот эта финансовая площадка, она предоставляет возможность транслировать информацию не только в городе Якутске, но и по регионам, что тоже важно, потому что у Промсвязьбанка подразделение открыто только в городе Якутске, но при этом возможности предоставления и использовать услуги Промсвязьбанка есть и везде, по всей республике. Конечно. Мы предоставляем, у нас есть клиенты и из других муниципальных образований республики, поэтому наша задача, вот эти площадки мы используем как раз-таки для того, чтобы довести информацию до большего количества людей, что несмотря на то, что они не находятся в городе Якутске, у них есть возможность пользоваться продуктами нашего банка и использовать и денежные ресурсы, да, и финансовые какие-то инструменты, возможно, те, которыми они думали, что для них это будет недоступно. Поэтому, конечно, мы с удовольствием будем принимать участие. Отлично. А вы? Мы тоже, да, безусловно, Альфа-банк будет и дальше сотрудничать с торгово-промышленной палатой. С удовольствием будем ездить везде и всюду, да. А в Нерюнгри мы тоже поедем. В прошлом году мы ездили в Усладанский улус, в Горный. Также в Нерюнгри у нас открылось отделение 23 декабря. Это микроофис. И мы поедем на торжественное открытие 14-15, скорее всего, января. С торгово-промышленной палатой мы тоже еще раз поедем с удовольствием. Я очень благодарю вас за то, что вы являетесь партнерами такого важного направления, как повышение уровня финансовой грамотности населения, потому что я знаю, что вы постоянно принимаете участие в уроках финансовой грамотности не только для детей, но и для взрослых. Я часто приглашаю вас к нам в библиотеки, и это замечательно. И я надеюсь, что вот такая платформа – это будет отличный задел для того, чтобы наши предприниматели получали знания в сфере финансовой грамотности, в сфере финансовой безопасности, чтобы они учились управлять финансовыми инструментами с выгодой для себя. Вот я никогда не устану повторять, чтобы финансовые инструменты надо использовать только исключительно с выгодой для себя. Правильно? Да. И чем больше у нас финансовых партнеров, тем выгоднее для нас общение с нашими финансами. Ну а сейчас мы будем прерываться на небольшую рекламу. Перед этим у вас есть что сказать, Василий Алексеевич? Все сказал, что все уже сказали, да? Все уже мы в свою очередь хотим поблагодарить вас за предоставленную возможность, за то, что действительно у нас, у финансовых организаций есть возможность участвовать в повышении финансовой грамотности, в повышении и участии в развитии бизнеса Республики Саха-Якутия, да, наших предпринимателей. Поэтому огромное вам спасибо.
Да. Вам Спасибо вам, что Спасибо. пришли и рассказали очень много интересного из этой сферы. Ну, а мы прерываемся на небольшую рекламу, и после рекламы нас ждет еще один блок с очень интересным гостем и с очень интересной темой. И снова мы с вами в студии передачи «Якутск сегодня». И тема нашего эфира – участие финансового сектора в работе общественных организаций. И у меня в гостях представитель Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Это Слепцов Василий Алексеевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты, и Бочкарев Георгий Сергеевич, уполномоченный дирекции города Якутска лизинговой компании «Европлан». И, как вы уже поняли, вторая часть нашего эфира будет посвящена такой интересной теме, как лизинг, потому что есть некое понимание того, что лизинг он равно кредитованию, да, но сейчас мы это и узнаем. Чем же отличается лизинг от кредитования как раз? И вообще, что такое лизинг? Наверное, с этого начнем. Здравствуйте, Георгий, представитель Европлана, лизинговой компании в городе Якутске. Да, многие предприниматели, в основном те, которые вот только начинают свою деятельность, они не знают, что такое лизинг. Такое вот часто бывает. И вкратце, да, объясню, да, как-то простыми словами. Простыми словами, да. Это финансовая аренда с правом, с переходом права собственности на предмет лизинга. Да, что такое предмет лизинга? Да, вопрос следующий возникает. Да, сразу перейдем. Предмет лизинга, да, это то, что приобретает предприниматель для своей деятельности. Это может быть спецтехника, грузовая машина, оборудование может быть, даже коммерческая недвижимость может быть. Даже? Да. Некоторые лизинговые компании это тоже финансируют. А это не ипотека? Нет, это не ипотека, именно коммерческая недвижимость. Вот. Это все для предпринимателей. Как бы лизинг это для ИП и для организаций. А какие вот, например, как часто обращаются вообще предприниматели за такой услугой, как лизинг? Да, в последнее время заявок очень много, на самом-то деле. Как бы видно, что грамотность, финансовая грамотность именно уже узнают, что такое лизинг, и много обращений. Ну а в чем преимущество? А есть какое-то, давайте сначала, наверное, разберем, что-то преимущество лизинга в отличие от кредита? С кредитом все понятно. Вроде мы как приходим, оформляем определенную сумму, берем в долг на проценты. А с лизингом как? Да, вот есть основные отличия лизинга от кредитования. Первое, да, мы не требуем залога. Например, если банк требует какой-то залог, это может быть там недвижимость, основные средства какие-то, и банк может потребовать их еще застраховать. Да? А в нашем случае залогом является то, что берет в лизинг лизингополучатель. То есть вот это может быть выступить и оборудование, которое он приобретает в лизинг, и, например, какая-то техника, вот грузовик, например, захочет человек купить, да, и стать предпринимателем, возить, заниматься грузоперевозками, да, и, или там транспорт какой-то, или еще что-то, вот коммерческая недвижимость, вы сказали. Да. То есть это уже сразу вот предмет лизинга, это и есть предмет залога. Да, и поэтому ничего не требуется для залога. То есть мы как бы сразу заключаем. А также у нас лизинг, да, отличие также продолжаем. У нас более простое, так сказать, требование по документации. Потому что у нас уже есть залог, и у нас там перечень документов, там, 3 документа, 4 документа в зависимости от формы налогообложения и от формы предпринимательства. То есть здесь удобство, здесь предпринимателю просто удобно в том плане, что не надо ничего. Как пришла идея вообще пригласить на вашу финансовую платформу еще и лизинговую компанию? То есть здесь какой-то был запрос от участников общественной организации? Или, в чем было? Знаете, если так подумать, это просто стечение обстоятельств, что ли, веяние нового времени может. Сейчас все больше лизинг, да, становится актуальным и интересным для бизнеса. Тем более у нас предприниматели, они же работают на севере, да, вот если брать арктические районы, то там действительно нет возможности, например, сразу приехать и купить, и сразу же привезти. И вот такая покупка в лизинг, наверное, им как-то выгодно, и он частями и оплачивается, и привозится, там, и все это, потому что это входит вообще в доставка вот до места или не входит, или
этот человек уже сам занимается. Да, тут еще вот одно отличие, да, как раз сразу добавляется. Их на самом деле много, просто не успею все рассказать. Можно вот в договор лизинга также включать дополнительные услуги. То есть клиент получил услугу, например, доставку, и это включается в сам договор лизинга, и ему не надо будет платить сразу эти денежные средства за доставку. То есть она будет разбита на ежемесячные платежи, что как бы для предпринимателя может быть плюсом. Ну, конечно, потому что есть те, которые занимаются у нас в основном сезонным бизнесом. Вот, и поэтому для таких предпринимателей, мне кажется, такая альтернатива, она действительно, будет полезно. Вот. А как вы принимаете? Вот до вас у нас в гостях в студии были представители банковского сектора. Они очень активно принимают участие в таких мероприятиях, как уроки финансовой грамотности в школах. Они проводят уроки финансовой грамотности для взрослого населения. Принимают участие в мероприятиях, которые проводит торгово-промышленная палата для предпринимателей. Это выездные мероприятия в рамках проекта «Деловая Якутия». Вы участвуете в этом проекте? У нас компания, она большая, да, и у нас очень много, на самом деле, своих программ, федеральных программ, именно Европлана. В Якутии, да, наш офис открылся, совсем недавно, можно так сказать, 2 года назад всего лишь. И да, мы активно участвуем, и мы будем участвовать, нам это даже нравится, и мы будем всегда участвовать. Вот в Нерингре. Можно назвать, что компанию Европлан одним из активных участников бизнес-миссии «Деловая Якутия». Конечно же, Европлан принимал участие в горном районе, да. Информация была воспринята предпринимательским сообществом очень хорошо, то есть интерес был. И, конечно же, Нерингри нас ждет в будущем. Ну да, Нерингри такой промышленный район еще, тем более, да, и у нас там очень стремительно все развивается. И мне кажется, самые продвинутые предприниматели, они как раз вот в южной части нашей республики, вот они там. И насколько вам интересна такая работа и такое взаимодействие с общественной организацией, вот как непосредственно с торгово-промышленной палатой? Очень интересно. Это, цель нашей компании еще совпадает с торгово-промышленной палатой, потому что наша цель — это чтобы предприниматели были очень грамотными, чтобы они сами понимали, где выгодно, чтобы они успешными также были, так как если предприниматели — это же наши клиенты, если они успешные, то и наша компания в любом случае будет процветать. Тут наши цели прям совпадают 100%. То есть вы с нами согласны абсолютно? В первой части мы тоже эту тему как раз затронули, что финансово грамотный клиент — это очень хороший клиент, с которым приятно работать, приятно общаться, вообще приятно иметь дело. И уважаемые зрители, которые являются предпринимателями, или вы собираетесь вести предпринимательскую деятельность, изучайте финансовую грамотность, изучайте подробно финансовые инструменты, которыми вы хотите пользоваться. Или, например, вы задумались над тем, чтобы расширить свой бизнес. Так вот, проанализируйте, тот или иной вид вам подходит. Вот сегодня вы узнали такие термины, как лизинг, вы узнали, как работает банковский сектор. И обратите внимание на изучение подробных условий. И мне кажется, что здесь у нас в республике эта тема, она должна стоять, под номером 1, потому что предприниматель, буквально каждый выпуск мы отмечаем, что у нас предпринимательское сообщество, оно растет, предпринимателей становится больше, растет и туристический бизнес. А вы как-то связаны, например, с развитием туристического бизнеса? Мы связаны со всеми видами бизнеса, потому что мы финансируем также оборудование или технику для туризма. Любой вид деятельности может быть профинансировано нами. Поэтому мы везде, можно так сказать. Да, потому что ведь мы все-таки как информационная передача, да, все равно я, например, как ведущая ставлю перед собой задачу, чтобы предприниматели получали возможность развить свой бизнес. Или, например, кто-то задумывается и над тем, с чего бы начать, например, да, человек,
мечтал, а тут вот посмотрит нашу передачу и скажет: все, иду конкретно начинать в торгово-промышленную палату, пусть они мне помогут. Вот с помощью финансовой платформы выберут мне, допустим, партнера, да, или помогут выбрать. Ага. Да, я вот тогда добавлю то, что в лизинг мы можем финансировать компании или ИП от 6 месяцев существования. То есть это как бы начало существования бизнеса, а мы уже можем его финансировать. Буквально с первых шагов, получается. Да, можно так сказать. Как бы помогаем ему сделать старт и помочь ему как бы развить свое дело. Действительно, ведь сейчас государство делает все для того, чтобы граждане могли получать возможность вести свое дело. Да? Это и социальная программа, например, это тот же социальные выплаты, соцконтракт называется, вот он, сейчас его увеличили до 500 тысяч рублей. То есть человек, который решает стать предпринимателем, он может обратиться в службу занятости и написать заявление, да, и получить вот этот вот социальный контракт, да, социальную выплату. И поработать полгода, и потом расшириться с помощью, вот, например, участия в какой-нибудь лизинговой программе. Да. Также еще есть государственные субсидии, программы по приобретению техники. Да, также лизинг, когда приобретается техника, эту субсидию также можем ее применять. То есть дополнительная скидка там, до 10% на спецтехнику, на сельхозтехнику. Эти государственные субсидии можно использовать в лизинге. Да, я была очень удивлена, когда мы ездили в Усть-Алданский район как раз, да, и там был такой пример. Молодой человек оформил социальный контракт и открыл службу такси. Службу такси, представляете, он купил там одну машину сначала, а потом вторую купил машину и оформил это все лицензионно, все получил лицензию, все задокументировал, и у него была абсолютно легальная служба такси, которая работала вот между там, он ездил там между несколькими деревнями. Так он зарабатывал. И на самом деле это же такая возможность, да, но он купил, конечно, машину БУ, но если бы он знал, наверное, или сейчас он может посмотреть этот выпуск, и если он захочет, например, расширить свою сферу деятельности, то он может уже купить себе машину, допустим, в лизинг. Правильно я понимаю? Да, конечно. Ну, вот, отлично. И какие вообще у вас какие у вас планы по взаимодействию? Вот деловая Якутия в Нерюнгри, это понятно, а еще какие? Мы открыты ко всем, мероприятиям, да, ко всем предложениям, да. Можем также предложить свои какие-то программы. У нас, на самом деле, могу рассказать, да, немного про федеральную программу. У нас есть «Сохрани лес». То есть мы предлагаем нашим клиентам как бы вносить взнос именно благотворительный фонд «Сохрани лес» и садить деревья. Например, есть такая программа. Есть еще у нас несколько программ, если более подробнее, да, я могу это Но они касаются вашей коммерческой деятельности или это больше программы, направленные на вашу корпоративную социальную ответственность, то есть взаимодействие с населением, какую-то организацию каких-то благотворительных проектов или в какой сфере это больше? Как благотворительность. Как благотворительность, да, я прошу вас рассказать, конечно, да. Именно вот про «Сохрани лес»? Да, про «Сохрани лес». Что это? Да, мы каждому клиенту можем предложить в договор лизинга по его усмотрению, сколько деревьев он хочет посадить, да. И он может, взнос внести на благотворительность, и эти деньги обязательно уйдут именно на посадку деревьев, будет фотосъемка, видео, чтобы было видно, что деньги потрачены прям на цель. Это очень хорошая, очень хорошая тема, потому что такая тема уже, такая история уже есть у нас, когда мы ездим на форум, да, и... Да, у нас каждую осень бывает, мы проводим форум семейного бизнеса, где в местности Артодайду, где садим наш семейный сад. То есть семейные предприниматели садят сажают свое дерево. Действительно, такая хорошая поговорка, да? Ради сына посади дерево и построй дом. То есть здесь вот с вашей помощью можно все сделать, кроме сына. Только сына не родить, наверное. Еще что интересного? Какие еще интересные у вас есть проекты? Проекты федеральные, сейчас сразу не скажу. А в республиканских в каких программах вы участвуете? Я так думаю, сейчас что во всех. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях.
осенью, да, обязательно приглашайте нас, мы обязательно будем участвовать. И когда у нас будет какая-то программа, мы также будем везде это афишировать, да, стараться, чтобы каждый предприниматель тоже участвовал. Вот. Но вам вообще в целом нравится такое партнерство, когда вот вам уже буквально готовеньких клиентов приводят, да, то есть торгово-промышленная палата, она же больше как такое объединение, это общественное объединение, где буквально каждый друг друга знает очень хорошо. И когда вам проще так, или вам все-таки легче работать, когда вот к вам люди сами приходят? Вот как с вашей точки зрения? Ну, я бы не сказал, где легко, где тяжело. С каждым клиентом все индивидуально. У каждого клиента есть своя потребность, и вид деятельности у всех разный. Да, конечно, очень хорошо, да, когда клиент может, уже знает, да, о нас. Это, конечно, как бы плюс, несомненно. Но будем стараться как бы каждому клиенту подходить индивидуально. И, ну, спасибо большое, да, сотрудничество с торгово-промышленной палатой, это прям Мне хороший... кажется, мы дальше будем очень плотно сотрудничать. Даже уже появилось желание какое-то мероприятие сделать именно направленное к лизингу, да, чтобы более широко охватить предпринимательское сообщество и как бы рассказать возможности. Да, возможности. И возможности, и мне кажется, нужно об этом говорить, потому что вот вы уже сказали здесь основные преимущества, да, и эти преимущества действительно они удобны. Они удобны не только вот вам как владельцу бизнеса, да, то есть как представителю этой коммерческой организации, но они в первую очередь удобны для предпринимателей, которые работают в очень сложных условиях и в очень сложных климатических условиях. И им важно не отвлекаться. Им важно получать какой-то готовый, согласитесь, мы же, помните, наверное, осенью у нас было обсуждение, вот, когда шла заготовка рыбы, да, вот, когда показывали нам вот наши коллеги просто с торгово-промышленной палаты, и когда я увидела, как тяжел труд человека, который работает в Арктике и добывает рыбу, и, мне тогда, я перестала задумываться о цене этой рыбы, который стоит на рынке, потому что оно того стоит. И это тяжелый труд. Это не то, что тяжелый труд, тяжелейший труд, по-моему. Это просто надо это видеть. И действительно, вот, о такой работе и о таких видах поддержки предпринимательской деятельности нужно говорить, и действительно нужно проводить, наверное, больше мероприятий. У нас с вами закончилось уже время, и да, очень жаль, действительно. Много чего нужно было обязательно рассказать, будем говорить об этом, потому что тема интересная, и я уверена, что наши предприниматели, благодаря тому, что слышат в наших выпусках, они будут расширять свою сферу деятельности, будут развиваться, будут стремиться к тому, чтобы вести свою предпринимательскую деятельность более финансово грамотно. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, Василий Алексеевич. Я благодарю вас за организацию, за помощь в организации эфира, за приглашение таких интересных гостей. Ну, а мы с вами встретимся в следующий раз, и тема, я думаю, будет не менее интересной. До новых встреч!